получила по программе экзамена оценку 2. 33 балла из 150. Ну это хорошо, это не ноль. Это первый экзамен, это нормально. Ну, конечно, мы должны стараться, чтобы она повысилась хотя бы на 4. Анастасия, я бы хотел сперва остановиться на лучших сторонах Василия, хорошую сторону. Она очень воспитана, хорошо мыслит логически, и у нее отличное старание. По истории Казахстана у нее я выявил такие трудности. Языковой барьер, мало языка словарного запаса на казахском языке, неправильное понимание задания, от этого идет в другую сторону ответ ребенка. Средний уровень функциональной грамотности, то есть Анастасия, функциональная грамотность – это работа с ресурсом. Средний уровень академического знания и низкий уровень сравнения, навыков сравнения, анализирования, оценивания и интерпретации. Низкий уровень навыков быстрого писания и быстрого чтения, я заметил. И тайм-менеджмент, когда пишем. Например, A вопрос 15 минут, B вопрос 20 минут и C вопрос 25 минут. Примерно вот такой тайм-менеджмент нужно придерживаться, когда пишем экзамен. Анастасия, здесь 3 ссора, 2 ссора с первой четверти, 1 ссор в эту четверть, да? Первый ссор 9 баллов. Комментарий я написал, что не хватает, да? Например, она пишет поставить мнение, да? И здесь конкретно тур я Махамбет указываю. Из 15 9 баллов. Дальше идет уже прогресс с 15 11. Вот. Василий в этой четверти делал первый ссор 12 баллов. Отлично. Теперь она, так как она получила двойку по прогному, да, Настя, ну это еще ребенок в процессе. Я выявил такие, я бы хотел выявить сейчас такие моменты. Как она хочет получать информацию, как она обучается. Это касательно метапознания. Как вы думаете? Ну, лучше всего она через интернет. То есть берет информацию очень много. Смотрит видео обучающие, потому что иногда мы с ней вместе, получается, смотрим это. Отлично. То есть, бумажный вариант, как, допустим, мы раньше по книгам, как-то она меньше. Сейчас больше все через интернет, через компьютер читает, пишет, делает какие-то свои заметки. Это очень хорошо, потому что сейчас у нас учебников нет. Сейчас потому что мы не ограничиваем ученика, чтобы из разных ресурсов получил. И я как заметил, она, по-моему, визуал. По психологии она визуал, она воспринимает через видео и аудиал. Она аудиал и визуал. Поэтому я сейчас на уроках и стараюсь всегда давать исторические хроники и аудиоматериалы. Потому что она все информацию берет аудиально и визуально. И второй вопрос. Какова уровень подготовки у Василины по истории Казахстана дома? Сколько минут она уделяет? Я не могу сказать точно, сколько она именно по истории Казахстана, но, допустим, я могу сказать, что она как приходит в 7 часов, так в 11 только она заканчивает делать уроки. То есть там полностью все. И химия, физика, информатика и все остальное, история Казахстана в том числе. То есть она садится и делает. То есть она не говорит, я пошла делать то-то. То есть она садится и делает все. Теперь, Анастасия, какова у нее потребность в обучении истории Казахстана? Вы чувствуете интерес в обучении истории Казахстана? Вообще она очень интересуется всем. Всем. Она всеми интересуется предметом. У нее нету такого, что она, я не буду это делать, или еще что-то. Немножко с Олимпиадой по
по физике, да, у нас немножко такая история получилась, так она интересуется всем. Она может, история в том числе, она может поспорить на какие-то исторические факты, да? То есть, ну, может быть, не на казахском, но на русском, она может поспорить с каким-то источником, да, потому что она смотрит один источник, потом другой, потом она мне говорит: мама, как так? Здесь вот так написано, здесь вот так написано, да, то есть издательство равное, тема одна и та же, а какие-то противоречия, то есть она видит это. Отлично. Что она не просто там тупо заучивает, она еще где-то это осмысливает и понимает. Правильно. И какие трудности она сейчас говорит на истории Казахстана? Слишком много информации. Разно вот это вот. Это надо заполнить все сразу, много. Я думаю, что физически просто она не успевает это все запоминать. И барьер на казахском языке, да? Барьер, да, барьер очень, конечно, сказывается. Если бы... Потому что у них есть еще такой вот, я подглядывала, они с одноклассниками иногда делают чат. То есть через телефон они делают какое-то задание, да, и они говорят на русском. Да. Классно. То есть они говорят, тема такая-то, там, я видела, что они биологию просто делали, и они, допустим, обсуждают ее после уроков, 5 человек, 4 человека, они обсуждают, что и как, но они все говорят все на русском. То есть я не видела ни разу, чтобы они... То есть у него не хватает среды, как я понял? Да, среды у меня не хватает. Дома у вас уровень тоже маленький, не разговариваете, да? Мы вообще не разговариваем. Единственное, что она делает уроки на казахском с младшей сестрой, ну и все. Отлично. А подружек, которые говорят на казахском языке, тоже, да? Вы не видите? Нет, у меня есть девочки, которые разговаривают. Но они между собой не разговаривают. Отлично. И как вы заметили, когда я стараюсь домашнее задание очень мало давать или не давать, но когда она письменные задания, сколько времени тратит, вы заметили? Тайм-менеджмент. Письменные занятия, Задания, да. Скажу честно, не знаю. Отлично. Ну, как бы это не совсем отлично, но, честно сказать, я не замечаю, потому что у нее столько иногда... Нет, мы просто выявили. Теперь будем обращать внимание. Нет, у нее есть листочки, потому что я смотрю, они же, то есть как бы вот, они лежат, листочки там, и, допустим, какие-то там, она там что-то попишет, где-то заметки, где-то вот здесь напишет, то есть она пишет. Я просто не могу сказать, сколько точно она времени этому уделяет. Но то, что она делает, это я знаю. Отлично. Потому что, спасибо, когда наводишь порядок, это сразу заметно, да? Анастасия, я вот здесь сказал, вот здесь пробую, и вот у него 32 балла. Так, и пути решения. Хотел с вами согласовать, Анастасия. Это работа, которую проделала буду я с Василием. Первое. Буду разбирать открытые вопросы с ним. Буду помогать в ориентировании во времени власти и через посредством ПСНГС. Буду через посредством диктоглосса выделять ключевые слова и важную информацию вместе с ним. Она мне будет пересказывать основную суть некоторых исторических событий. Она будет читать помимо сколько 40 минут и будет писать диктант под моей ответственностью и вопросы по контексту. И всегда будут спрашивать ее мнение и какие она доказательства имеет посредством подохрана ЭЦ. То есть параллель баланс подход. И она будет мне писать ответы на время. И 2 часа в неделю я могу написать, да? 2 часа в неделю. В пятницу и вторник, на любом уроку, 2 урока, или дополнительное занятие. И я дам ей уже вот вам сейчас, да, цифровой рисунок, который она любит. Теперь ваша помощь. Вы не откажете, Анастасия. Сейчас я переведу, насколько вы согласны. Вы тоже берете казахско-русский словарь. Говорите с Василием на казахском языке. Согласны? Словарь есть, да?
Слова А вот не разговаривать не знаю. знаю. У нее есть слова. Согласны? У меня есть, да, у меня есть А, уже учебник есть. Турова. Отлично. Согласны? В иллюстрации. Обещайте, спасибо. Дальше. Вот учили 9 класс. Домой. 9 класс. Учебник Давайте, что такое? Учили 9 класс. 9 класс. Под редакцией Козубаева. Учили тоже. Козубаева. Историк основания. Найдите, пожалуйста, Анастасия. А год выпуска? Она такая. Она может 2003, 2010, без разницы. Самое главное, это автор. Да? Козубаева. Малаш Карбашевич. Дальше. То мы спрашиваем некоторых вопросов по интересующим нашим историческим событиям, мы которые проходили уже. Поинтересуйтесь, какую тему проходили, да? Дальше. Телепередачи и фильмы на казахском языке предназначены смотреть вместе на население, понять суть, о чем речь. Окей? Разберите там, что о чем. И вместе некоторые тексты, которые я буду давать, вместе перевести на русский язык, да, чтобы суть понять некоторых тяжелых слов. Думаю, персональный компьютер не сдалось. Отлично, спасибо. И интернет есть, да? Вот я ей уже дал интернет-ресурсы, и она будет с ним работать. Еще что-то давай, Анастасия, в помощь, как родитель. Любовь, ласку и хороший завтрак, конечно. Терпение, Анастасия, зачем все будет хорошо, вы уже в прогрессе. Вы согласны с теми выводами, которые я вам предложил? Ну да. У нее, знаете, почему может быть плохое чтение из-за зрения? Из-за зрения. Да, у нее уже, видите, у нее не то, что зрение плохое, у нее астигматизм. И те очки, которые сейчас она носит, они ей позволяют только 60% зрения. То есть они не 100% у нее зрения. И Понятно. то есть операцию сейчас пока еще, это коррекцию еще нельзя делать. И вот пока Еще мы... предстоит операция. Ну, я думаю, что мы избежим, Ну, слава Богу. потому что вот мы сейчас очки, да, которые она сейчас носит, она их до Нового года, после Нового года ей будут опять другие очки, и через 3 месяца они будут еще опять новые очки. То есть Понятно. у нее будет вот эта вот корректировка. Из-за этого, то есть вы не носите очки, да? Нет, пока. Вы со стопроцентным зрением, нам ее не понять. Конечно. А она как-то слишком много смотрит, читает, и у нее через какое-то время начинается расфокусировка. Понятно. Из-за этого ей тоже тяжело. Поэтому она и слушает, допустим, какие-то... Я всегда адаптирую текст. Адаптирую текст. Еще буду адаптировать более для населения. Ну, видите, требования экзамена очень большие. Я все прекрасно понимаю. Я стараюсь ее, как сказать, оградить от лишней работы Да, какой-то, да. да, чтобы она Спасибо. занималась больше учебой. Спасибо. Но это же дети, им Да, тоже иногда да. надо и прогуляться и все остальное. Конечно. Ну, зрение, конечно, да, нас подводит, честно скажу. Жаль, со здоровьем. Анастасия, спасибо, что пришли. Спасибо, что озабочены будущим нашим ребенком, я скажу, нашим ребенком. Да, мы все... Дай вам Аллах удачи и успеха. Спасибо, что пришли. Спасибо, и что есть такая мама, заботящая. Извините, что я вас время так затратил. Ничего страшного. Но это для всего будущего наших населения. Спасибо вам, Спасибо вам. что вы тоже заботитесь. Рассчитываю на вашу помощь. Спасибо. Будем стараться. Спасибо. До свидания. До свидания.